В Якутии впервые проходит уникальный конкурс среди прекрасных представительниц Министерства внутренних дел. 15 красавиц из 11 районов республики будут бороться за звание лучшей представительницы органов внутренних дел в конкурсе «Краса полиции Якутии». Вперед! Ассистента загибом руки за спину нырком. Вопрос ясен? Ой, задушишь. 8 лет мы проводили конкурс «Люди в погонах», где принимали участие как сотрудники, так и сотрудницы. В этом году было принято решение организовать именно конкурс для девушек. Во главу угла ставит профессиональные качества сотрудников. Это умение метко стрелять, умело владеть табельным оружием, пистолетом Макарова, вовремя и правильно обезвредить нарушителя, если потребуется. И самое главное, быть физически подготовленным. В конкурсы были допущены только сотрудники, прошедшие первоначальную военную подготовку. Возрастные ограничения участниц от 23 до 40 лет. Среди них сотрудницы ГИБДД, Управления вневедомственной охраны, Межмуниципального управления Якутска, эксперты-криминалисты, психологи, участковые полиции и следователи. Конкуренции между ними, как уверяют девушки, нет. Все поддерживают друг друга и надеются на победу. В этом конкурсе я решила участвовать, потому что, действительно, это мое желание, наверное, проявить себя, потому что действительно очень много заданий, где мы себя наверняка как сотрудники полиции проявить не можем. Потому что все-таки в первую очередь мы девушки, а также все-таки в первую очередь мы все сотрудники. Что касается конкурса красоты, это, конечно же, мечта, наверное, любой девушки, любой женщины проявить себя во всей красе, как говорится. Я думаю, что каждая девушка действительно достойная. Мы все, в принципе, очень хорошо сплотились сейчас и каждую поддерживаем, как можем. Сотрудники органов внутренних дел, они разносторонние личности. И действительно это необходимо, и это, я считаю, правильно, чтобы все окружающие люди, граждане видели, что действительно служат в органах внутренних дел только достойные. Конечно, да, волнение в любом случае присутствует, как бы не пытался себя контролировать. И, конечно же, хочется победить. Надеюсь, что это получится. Стараемся изо всех сил. Конкурс проходит в 2 этапа. Сегодня участницы продемонстрировали приемы рукопашного боя, сдали физический норматив по челночному бегу, не обошлось и без проверки знаний законов о полиции и навыков скоростной стрельбы из пистолета Макарова. Самой меткой оказалась участница номер 7, эксперт экспертно-криминалистской группы ОМВД России по Алданскому району, 22-летняя лейтенант полиции Юлия Лазарева. Трудности есть, но они есть везде, всегда с ними нужно справляться. С детства было интересно, притягивала, манила меня служба, хотя родственников никого нету в погонах, единственное открыла, и, наверное, надеюсь, что дети мои тоже будут продолжать. Все сложно, все сложно. За стрельбу, конечно, переживала больше, повезло. Волнение есть в любом случае, какой бы, что бы ни было, все равно все девочки переживают очень сильно, и я тоже. На завершающем этапе красавицам придется сменить погоны на вечерние платья и национальные костюмы. Все свое обаяние девушки покажут на подиуме Дома дружбы народов имени Кулаковского 23 февраля. Вот такой подарок в День защитников Отечества подготовили для своих мужчин-коллег хранительницы правопорядка. Женщина-сотрудник, она большую часть своей жизни проводит, одевая форменную одежду. Китель, рубашка. А здесь предоставляется такое право одеть вечерний наряд, почувствовать себя женщиной, красавицей. Мы все молодцы, да, девочки? Да. Мы справились, это точно. Настоящая красавица должна иметь не только внешние данные, но и физическую хорошую подготовку, быть профессионалом своего дела и попадать белке в глаз. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСЯ.